Салям, біттерге қадірлі достар. Я сейчас буду тоймакчики делать. Тонкие, не дрожжевые, потому что дрожжевые вообще надоел уже. На соде буду делать. Біздің яқтарда вообще дрожжевые іштемейдер. Тек йоқақ қана бәлекейгіна қоймақтар іштедер. Бұнда, короче, кукай алдым, дуртау, 1 литр хүт, 10 тоз, шакар и адрат подсолнечный май алдым. Ну, обязательно кикрыгай на меня. Бисмиллахиррахманиррахим. Тәмлеухим. Блин, что такое қалың бұғаныңнан басы? Не надо ебушерга, прошу вас. Эй, что за фигня? Бисмилlah, не найдешь сухмайка. Бисмилlah, тебе кирки взорвы отлично. Короче, достар, бында бірге келді газелька. Мы отправляем нашу старую мебель. Но она не старая инде. Был 1 год. Мебель Кигинский район Погорельцам. Грузоперевозчики наняли парней. Поедет в Кигинский район. А дорога нормальная, Митя? Не знаете? Дивана поможете это загрузить? Обычно водители газели не любят работать грузчиками. Они говорят, мы не грузчики, мы водители газели. Альберт раньше ездил на газелях, у нас были свои газели и занимались грузоперевозками. И Альберт всегда так говорил, я не грузчик вам, я водитель газели. И не помогал загружать. Вы тоже так делаете? Я так не делает. Кто видит это видео, кому достанется этот диван, и имя называть не буду, пожалуйста, простите, банда кошка зашла и немножко потоптала диванчик. Вот это место, поэтому надо будет его Но он отмывается, это материал очень хороший, он очень хорошо отмывается. Губкой протрете и все будет нормально. А так он очень хороший, качественный диван, новый. Альберт даже не хотел его отдавать, плакал. На, Денис, ярдами там тяни. Давайте вспомните молодость, Альберт. Как работали грузчиком. Кстати, Альберт, у нас раньше же 2 газели было. Одна газелька была, а другая Валдай была. И вот мы занимались грузоперевозками. Альберт, вернее, занимался грузоперевозками. И еще грузчиком подрабатывал. Переезды. В основном переезды у них были. А Валдай машина большая, он ездил по России. Альберт сам в основном ездил. Перевозил грузы. Поэтому мы знаем, что такое грузоперевозки. Альберт дома не сидел. И, кстати, потом, когда мы продали машины, я говорю, хватит уже заниматься грузоперевозками, да, Альберт очень страдал. Хотел дальше заниматься грузоперевозками. Его дорога манила. Он прямо хотел куда-нибудь уехать. Понимаете, да? Дома ему не сиделось. Кое-как потом отошел от этого. Оказывается, водителей дорога манит. Потом где-то через 2 года только он успокоился. И больше его дорога не манила. Я его манила. Достар, что-то с моим лицом случилось. Какая-то аллергия. Все щеки красные. Прикиньте, это после бани. Еще у нас бір мешок шторы. Шторы на ювалығын. Мен юып үлгірмәнім. Все шторы из Леруа Мерлен. Вот, если кургагат. Ювалығы только самое главное. Потому что, когда шторы меняли, я не стала их стирать. Они хорошие тоже. Хорошо. И залда ятқан паласымды тоже югарам. Он тоже яңы. Был 1 год всего. В смысле? Я ничего не говорю. Был 1 год инде немекей. Палас чистый, аны юрга қарақмай. Таба ал. 30 рублей километр. 30 рублей километр. До Кигинского района сколько километров? 250. 250? Что, алыс, что ли, Кигинский район? Да, у нас не вопрос. Офигеть, бля.
Прикиньте, дорого оказывается грузоперевоз. Но кто занимается этим, недорого для них. А нам дорого. Қарағыз, Альберттің снегоуборочный машина, достар. Мына нендей конструкция штап қойған. Ручка ғана. Қай көрсетейін әлі. Мына әлі мындай таяқ қойған да и скотчмен уратып қойған. Почему так сделал? Он вещил был снегоуборщика. Инде последний сезон, наверное. Ручка хватала, что ли? Недавно Рамасында. Кетті Кигинский районға. 250 километров, оказывается. Офигеть. Прикиньте, достар. Сейчас ваши натыренные нутеллы будем кушать. Вы видели, блин, бір подписчицам жіберген инстаграмда, короче, бір видео. Отельда бір урыстарды арестовать еткендер, туристарды. Они там целый 2 чемодана сперли. Шоколадный пасты, конфеттер, соктар. И прикинь, шуларды, короче, сыққан вақытта. Но олар не только это, они еще полотенце не алғанда. Их, короче, попросили чемоданы открыть. Они открывают, и там вываливается шоколадтар, шоколадный паста, фруктылар, конфеттер, вареньелар, печеньелер, кока-колалар. Полотенца, шампанские. Да их бы за это не оштрафовали. Скорее всего, оштрафовали за то, что они полотенце забрали. За еду-то что штрафовать? Еда-то оплачена. Ну и не баши, ну не столько же. 2 чемодана. А мы всего лишь 20 банок нутеллы сперли. Все. Всего лишь, подумай. Ну не 2 чемодана же. Нәпсілерін тыя алмай. Біз нәпсімізді тыйға всего лишь 20 банкадан алдық. Смотрите. Какие тонкие, красивые блинчики. Мына үстінде даже майы қалайтып ята көрәсіңізме. Нық тәмілі, просто обалденные. Мына мен оңғанмында енді. Осыны 1 сағат ішінде тоқып бішірдім. Әтсігіртәйттәйім. Вот так вот. Меня мақ оңған кіші жоқ. Әттім дейтіп сейсі. Аушы вареньяны мен тоже урдағайным нейден. Турцияның. Бұл теге абрикосовый. Жайтып үстіне. Қалай болда. Абрикосовый вареньяны. Әтәтәмде бола. Ай-яй-яй-яй. Ой, сілеғым. Şu başına falan. Қатар нықтамдай. Вареньелер тәмхет. Нафиг. Удудың балман лучше. Балман и то тәмдірек. Я не хочу. Бойға прямо. Тәнің қатармышта. Не деген тәмі башы қуып тимәдім анда. Сен ана нейді тәркен ана тәнің. Ну, блин, нема чего хуйсу, мен анда, блин, бірақ пастап қалау тогда немен чего тұрады. Қане пасма шылдығын жай просто тарелкан тияққа. Ашылдырдан таң хабис. Майға боялдым әбес. Білмеймін де. Майы, бұқақ. Бақыр телефонды білем. Мұнысы бір өтмәйін. Немеке? Не навет, ақпақ. Брат, ты нарываешься. Нарочно говорит, смотри. Нарочно говорит. Кімдің бисәгі жай бешірмейкен. Бәліш, қоймақ, пирожки, күн хайын выпечка. Не говоря уже о других блюдах. Күн хайын тәмлі-тәмлі түрлілендіріп бешірем. У нас начинаются съемки война. Что же вы киевер вообще? Что вы киевер? Не надо так. Не мекей вообще. Техника. Что мы берем? Давай, одевай. Лазален. Ну как-нибудь уж ушла ты тық ұшында. Тығылайыншып тығылмайды. Мына тығылды. Береуде, все. О, қарабияңды. Тық ұшында. Вот.
Неме білем? Беремезсің, пара. Нешеп бейлен Россияда ведь жесткий закон. Яш егеттер генә меня алып йөри, достар. Яш егеттер за мной приехали. Азаматман, Наиль. Мен, наверное, больше времени с ними провожу, чем с Альбертом. Я говорю, я, наверное, больше времени провожу с вами, чем с Альбертом, меня баши, блин. Я с Наилем тоже больше времени провожу, чем с женой. Вот. Шулай, достар. Никуда кеткен, Альберт. А что, куда? Ты чё? Игрину вообще-то артта. Альберт тебе этот, извини. Бітін обзывать тіпті кереді. Тігі вақыт батыр мен айта. Ты меня говнюком обозвала ты. Прикинь. Бұларды Альберт тебе деді ғафу етеген. Это я по привычке, блин. Боролағың енді. Привет, Зарима. Как дела? Мы тебе гости напросились и гафу етенді. Слушай, знаешь, что я тебе хочу сказать? В тот раз, короче, мы ходили в гости Азамат Наильдың лучшей ученица, она Айглуга, это, и у нее вот такая вот тоже ворота дырявые были, без профнастила. И я сейчас еду, они говорят, какой дом интересный? Я говорю, наверное, скорее всего, Ошундай, где Чищик там, потому что у самых лучших учениц, у самых лучших менеджеров маркетплейса капкалары ушла булырга тиеш. Вот мне комментарийларды қарағайным, мне кажется, у вас на Ютубе самые токсичные люди сидят. Вот мне такое ощущение, что в Инстаграме вы их заблокировали, ВКонтакте они боятся писать, потому что имя, фамилию видно, а на Ютубе же не видно, непонятно, Да. и говнят на Ютубе. Да, Ютубтан даже менің бір подписчицам бар, агрессивный такой. И ол күн сайын мені қарай, и меня не ядайынды, типа, вы в России живете, какого черта говорите каля-баля? На своем, хватит болтать на своем. Давайте говорите по-русски. В смысле, Россия вообще-то многонациональная страна, тут много народов живет, и каждый раз, утра, и каждый раз мы на YouTube там меня на саргу дарят утра. ВКонтактен білмейін әлі. Анда менің любимый апайдар утра. Алар Нәфисаның шелкағына бәйләніп хәлдәрі бітті. Зарима, почему үйде іштерге керек Зарима? Потому что малайның артынан надо ухаживать. Вот шулай. Она хочет, чтобы всегда быть вместе с сыном. Как налить, как удобно. Какой вкусный плов. Будем бушырдың, Зарима? Будем бушырдың? Конечно. Нифига себе, ты узбектер ма бушырдың? Что, реально приготовили? Да. Прикинь? Это я еще думала, что плохо сделала, думала. Нифига себе. Мне по виду казалось, как будто из кафешки, да. Поэтому... Нифига себе, очень устахың, Зарима. Молодец. Ирің аптырайтыр әлі, что уже уқыты бітмеген уже яқсы іштегенге, да? Қуанам ғой. Еще 10 раз спросил, ты не уйдешь. Вот тут так. Между прочим, мужчины боятся, когда женщина начинает хорошие деньги зарабатывать, мужчины начинают бояться, что женщина может уйти. Поэтому они любят, чтобы женщина своих денег, да, зависимость, чтобы была, своих денег не имела, и чтобы можно было там наорать на нее. А как только женщина начинает иметь свои деньги, свой заработок, сразу же мужчина начинает бояться. Потому что женщина сразу начинает получать независимость. Понимаете мы, в чем дело-то? И сразу же мужик-то кутарился. Ага, бляха-муха, теперь-то я ей не нужен. Она же может уйти. Ну вот скажи, Зарина. Да, ну вот так мне прям спрашивал. Сперва, когда начинала учиться, он просто смеялся. Ну ладно, типа дома сидишь, типа, ладно, ну чем ты занимаешься, типа... Это несерьезно, тебе Да, а когда он смотрит, там, ну, мы с ним сидели, получается, вдвоем сидим, чай пьем, мне звонят, получается, с агентства звонят. Вот спрашивают, типа, что, говорит, именно хотят, чтобы Зарима как бы у нас работала. И он, мы с друга посмотрели, потому что до этого несколько раз звонили, тоже как бы предлагали, чтобы я у них работала. Ему как вдвоем так засмеялись все над этим. Я говорю, ты меня, ну как меня недооценивал. Ну вот. Вот так вот, недооценивайте своих женщин, а женщины вы тоже сами себя недооцениваете, между прочим. Ну да, вот так получилось. Он как в мой бюджет вообще не влазит. Сам свои деньги как бы и в мои нет. Но все равно, мне кажется, он радуется же за тебя, все равно. Нет, да? Ну, если так говорил, то что как бы что боится как бы, ну я так думаю, что этот... До сих пор, короче, Зарима Ирия не может принять факт, что Зарима-то зарабатывает хорошие деньги и до сих пор котосып куркып йөрөй. Тут я, получается, 60 получу, еще процент. Ну, наверное, в первый месяц не получу, потому что я только буду открывать. И второй, может быть, тоже, скорее всего. Но фактически будет 60 тысяч. А тут, если получу 70 с чем-то, это получается сколько у нас? 130 получится. Прикиньте, достар, кеше әлі генә эшлей баштаган. И уже ниндәй результат? 120 мең айына. Конечно, оның иренең котосы. Зарима, син үзең тоже өйдә сколько утырып и басы эшләй баштаган, свои деньги появилось, сразу воодушевилась, наверное, да. И жизнь заиграла новыми красками, скажи. Ну, конечно, но это, у меня много как бы планов, как бы, вот я говорила, давай так сделать. То есть
даже просчитывала там, ну, какой-то, может, бизнес, что-то открыть, а вот, ну, он меня как тормозил. Потому что, типа, не надо, тебе денег не хватает, что ли? Ты что, без денег сидишь, что ли? Типа того, вот так вот. Вот так вот, қыздар, действительно, мына нық дур менен совет. Имейте свои деньги, свой заработок. Ирегетке ышанып, аузына қарап отырмағыз. Бүгін сіздің ирегет бар, әмош ертеге болмасқа. А чё? Дұрыс. Сколько случаев, как қатындар әдәккіні олғайып, кеміріп кетіп, все. Химдерге нафиг не нужно, еш келештер алып. Скажи. Ваш комментарий насчет того, что нам уже нельзя полагаться. Да, мой комментарий. Короче, сейчас из-за этих ваших фраз нас захейтят все мужья Республики Башкортостан за то, что мы призываем женщин не зависеть от мужа. Я вот за это сейчас переживаю, как бы не отхапнуть где-то на улице, короче. Как из-за тебя моя жена начала работать. Не, ладно, свою жену. Да. Ваша жена. У меня жена тоже работает, менеджер. Давайте начнем работать уже, а? Да. Не зависеть будем. Да, давайте начнем работать Да. и не зависеть дуфтар. Қыздар. Да, учитесь, обучайтесь. Вот так вот. Вот так. Если хотите, вот я на своем опыте говорю, что это все реально. Зато адак куркы отырмайсыз. И не будете зависеть от зарплаты своего мужа. Потом зато, если что, вы тоже можете кулаком по столу. Эй, ты! И двери хлопнуть и уйти можно. Можно спокойно права качать. Феминистки. Сейчас действительно скажешь Так, сейчас феминистки. движение какое-то поднимается. Да-да-да. Движ какой-то, вся. Мы движение поднимаем. Феминисты! Я почему-то не понимаю, почему-то вот многие же почему-то берут у москвичей курсы. Потому что в Москве типа Многие лучше всего, берут ты у думаешь? москвичей курсы. Они думают, что раз москвичи, Ну, Москва, думают, значит, это круто, и обучение у них намного лучше. А это неправда. У вас получится как к своим, каждому как к своему относитесь. Конечно, мы Да. же Башкортостан переживаем. Да. Ну и бында Там так не будет. бит офлайн встречалар да бар бит инде доктор. В любой момент келип ите аласыз, беләсез, этот офис Азамат Манайлдың юрты селлеры. Ладно, давай, Зарима, оңаштар етіп келген яңа елма. Работать и работать, и еще больше работать. Обязательно. Ладно, давай, рахмат. Пока. Ой, капка. Давай, уходи, капканы ябайық, чтобы никто не забрался сюда. Айсулудың да капка И Шапак рад, мы этот чему вот обтраем, да, что вот Зарима сейчас были у нее там 3-4 селлера, которые сами ей написывают, а Барк и Шлер, которые не могут себе одного селлера найти даже. Вот и мы с Наилем тогда сидели, думали, почему так может быть, Микан? И почему? Ну вот пока только вариант такой, что кто-то сам просто не активен и особо, ну не то, что не ищет, да, а вот не предпринимает действия. Меня этим кубка жиял каучи. Вот. Они 1, 2, 3, 4 отклика оставляют и сидят и ждут, короче. Ай, да, то есть- күтәләр, Да, ай. а Зарима там тоже там хоп-хоп постоянно как бы, там что-то делает. Зарима айтты ла, я, говорит, прямо талдычила, говорит, добивала, говорит, их. И на собеседование куркып тұрмай, дәріптілер, да, то есть, получается, куркып Не, мына Айсылуға да бардық. Айсылу, мынан Зарима алар оқшағандар. Даже қапқалары оқшаған. Көрдіңіз бе? Айсылу тоже не сидела там, закинула удочку и не сидела и не ждала, когда ей дадут ответ. Она и других долбила, свое резюме кидала, еще звонила, вы не подумали еще насчет меня, типа, без конца, а я бы вам еще это предложила, то предложила, типа. Шулай, типа, эзлеп, мына тапқан бетінде. Альберт, қайттық. А? Қартал атып да өтпек. Так, все, покушали, сейчас будем работать. Давай, көре қалығыз, ярдам етіңіз. Последние штрихи. Халдар несік. Тада төттің. Модельер Мируса Апай, мы все в одинаковых вот джинсах. Тут черный цвет, у меня такой. Ботинки одинаковые. Если на Илю вот этот надеть сейчас, они в принципе одинаковые будут. В принципе, просто. Один и тот же дизайнер. Мына қарағы, Нәфисенің джинсы шундай ук, точно просто икенсі төфті. Наилдікі, мына Азаматтікі просто қара төфті. Весь мен выбирать еткен джинсылар. И қарағы, мына Нәфисенің кроссовки, и мына Наилдікі. Короче, Дулстар, тебя буласак мега крутой прямой эфир, где мы расскажем с Азаматом и Наилем, как всего лишь за 5 шагов выйти на доход от 100 000 рублей по профессии менеджер маркетплейса. Будет горячий прямой эфир, не Новогодний. пропусти! Будет новогодний эфир, там будут наши ученики, будет и Зарима, и другие ученики, которые покажут вообще, как они пришли к этим цифрам. Да, там у нас будет большое количество подарков. Мы подготовили на сумму более чем на 300 000 рублей. Первое место. Даем полный VIP-пакет.
плюс дарим ноутбук, второе место также в обучении, и везде будут ноутбуки. В общем, будет горячо. Ждем вас на нашем прямом эфире. И ждут вас подарки. Кыз бабай менен бірге дед барысы идет. Яңа ел бірге келе, значит Новый год. Ссылка, достар, внизу. Не пропусти прямой эфир. Новогодний. Наиль пришел с огромным рюкзаком. Да, я не с пустыми руками, как обычно. С огромным рюкзаком денег. Принес Дед лимон, Мороз, лимон, яңа и ел кап- алды. лимон и капуста. Мен күтіп отырған хәлі лимон менге береді. Бұндай лимон алып келген менге оказывается. Видали, я сколько свадьбы заработала, достар? Это вот весь заработок. Прикиньте, сколько я заработала. Офигеть, блин. Харьковистанан аш пошырабыт, и қышқығын лимоннан сейсәбіт. Хәдір холодильникка халып қойған мои заработанные лимоны, достар. Вот. Смотрите, сколько я заработала с вайбрес. Выступление на башкирской домохозяйке будет вообще мега круто. Уже репетиция началась. Марат Ярулин репетирует свои песни. Потом после него я пойду репетировать. Какой красавчик барабанист! Барабанщик! Вообще секси! Мен көпті артистердің барабанщиктарын көргенім бар еді, достар. Бұл Марат Ярулина самый сексуальный барабанщик. Вообще секси! Чё, как тебе моя песня? Как тебе моя песня? Видал сосун Вашингтон. Вот так вот, настоящий джентльмен еще. Не только красавчик. Ты что, еще себе не нашел никого? Девушку? Девчонки? Он до сих пор холостой. Больше тарелок зато. Зато у него больше тарелок стало. Он экономит на девчонок. Он ну, девчонки же расходы много. Кубаш керек, ресторандарда йөрүтер керек, подарки надо дарить. А ему жалко. Он лучше потратится на свои барабаны, чем на девчонок. Ну все, ана тарелка из Турции алған. Шума хоқланып тек отыра. Бірінде де қыз керек ме аға, тоқтар. Как тебе моя песня? Буду танцеваленькая вообще мечтать. Спасибо. Люблю такой ретро, знаете. Да, это ретро. Снимку сделал, что ли? В смысле? Это не снимка, это укладка такая. Че врешь, Алигда, Айшан, это укладка, в смысле? И знаешь, такая Подожди. А че, қара стесняется, когда мне камера якын Ну, келтіреді. просто я рад мне члены. Подожди. Это, ты знаешь, на кого похожа? На попугая Кеша. Когда Кеша yanında var mıydı? Meşe вот это как Кот, толстый кот. После помойки, который Джинсы. Миша ходил. Эле, шикадайdı. Отдохнул. Да, это я. Бердеңе давай. Прикиньте, эксклюзивные кадры. Прям менің алдымда өтей. Трусикка қатын сесінген де аяғына оказывается теге чердемахенсен спрей от пота хүрте екен. Дихлофос хүрте. И это еще цветочки, достар. Баяғы мен туалетке кетіп барайын. Ешігінде yapмаған, полы открытый. Туалетте тұра. Ну, ішін бітіріп. А ты когда поешь? Я это через час пою. Ты на разогреве, что ли? Да, я на разогреве. А ты будешь этот на матрасе? Не, на матрасе я прыгать не буду. Вдвоем с Маратом. Ну знаешь, уж как он хай будет вообще прямо. нет. С моей спиной на матрас прыгать, ну уж нет. Меня точно не поймать. Его-то поймать, а мне нет. Я хотел ему этот резиновую куклу вынести сюда. И фотку накинул. И на сцену прям теперь ты не холостяк. Я на разогреве у Марата Ярулина. Вот так вот. А я на подтанцовке. Ну, короче, Харри Марат, Ринат трейдер менен Альберт Хадыр бар аргасында отыралар, мени күтіп. Потом я к вам присоединюсь. Вы только мне пока присоединяться еткенсі нормально отырғы. Офигеть, кіші елғандықтар, я Құдай. Марат Ярулинді кіші ярата, особенно яш қыздар, елегейлер ағыды.
Телевидкандер. Всегда почему-то у него на концерте молодые девчонки. В основном. Объявляю. Можно секунду? Да. Смотрите, я спою одну песню. сейчас меняете сценарий перед концертом. Ну а что делать, Эмиль? Я не знаю, это чему-то мешает? Меня мешает, я не смогу. Что не Я сейчас сможешь? буду весь концерт волноваться, чтобы дать точку. Хорошо, ладно, я объявлю после Миляющей. Пойдет? Как обычно, перед чакрой на меня. Перед чакрой на меня. Хорошо. Окей. понимаешь меня? Да, я понял. Получается, Ренат у нас поет, и потом я его объявляю, и мы продолжаем. Да, Правильно? да. Изменяем эту песню. Да. Ульяна, повесь себя. Eyde kalkışıcı yakalanmanız. Manat evde yakalarak Versat'a karısı. Moçtik kirin buldu bu bizden. Alkışlar. Marat. Milevşe yıklavanda. Anın gürganın taktı balmaska. Ana taktı balmaska. Оказывается, артисттар это используют вот такой mint and greet. Артисттардың фанаттары, қайбір фанаттары доплачивают специально артистам еще больше, VIP-клиента называется, чтобы могли они зайти спокойно за кулисье, в гримерку и с любимым артистом выпить чай, посидеть, поболтать. И эта услуга, вот допустим, у Марата Яруллина сколько стоит? 10 тысяч. 10 тысяч. 10 тысяч стоит. Представляете, мы тут так. Что, многие артисты так делают? В основном делают зарубежная эстрада и русская эстрада. Среди татарской эстрады, это, наверное, единственный первый артист, Марат Яруллин. Это придумали мы, и Эльмира Нагимова делает. Прикиньте, а Эльмира Нагимова, допустим, егеттер келерген болды да? Кейде, атып алып. Еще мужиктар, вот Эльмира Нагимова шул нейді қатып алалар да, вип нейді общениені и срейселер, да? Да, и подарки получают. Все специальные подарки. И флешки, футболка. Сенсация, это для меня сенсация, достар, прикиньте, я это вообще впервые услышала. И то мен баяғы гримерка отырғанда коридорда естіп қалдым. Марат, екі қызыққа хинимен хочет встретиться, они заплатили за это через. Мен аптырап кеттім, мен айтам, как так мейді? Дүрт кіші мына Марат Яруллиндан қатып алған вот это VIP общение. Прикиньте, умышармен қыздар төлегенде, чтобы лично с Маратом встретиться и үрпілді сейсерге. Сейгина туки, оказывается, Сейгина туки. Зор шәһәрләрдә фотосессия булмай бит. Бүген мен киткән. Шуңа әйтәм, плюс еще фотография, посидеть, поболтать. Приятный сагат, посидеть вместе с ним. Артиста тутып карарга. Даже тутып карайдар. VIP-клиенттар могут спокойно Марат Яруллинді уж айтып тутып карарга. Прикиньте, туда. И за это они 10 тысяч платят.